Всем привет! Ни для кого не секрет, что Северо-Восточный федеральный университет является кузницей кадров. Ежегодно отсюда выпускаются сотни специалистов. Сегодня в рамках проекта «Испытано на себе» я решила побывать в Институте физической культуры и спорта и узнать, как же проходят тренировки у ребят, ну и, собственно говоря, попробовать испытать что-то на себе. Испытано на себе. Знакомьтесь, сегодня в мир спорта окунет меня так прям с головой, я бы сказала, преподаватель ИФКИС, это Григорий Иннокентьевич, и он достаточно опытный преподаватель, и, собственно, ему я сегодня доверю себя, так сказать. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немного о том, по каким направлениям обучаются студенты сегодня, и, собственно говоря, кем они потом станут. Так, наша кафедра называется «Массовый спорт и спортивно-оздоровительный туризм», Институт физической культуры и спорта, СВФО, и у нас подготавливается по 3 специальностям в нашей кафедре. Это массовый вид спорта, вот ребята как раз с этой специальности. И у нас есть группа РИСО, туристская рекреационная деятельность, и безопасность жизнедеятельности и туризм. Ну, то есть ребята отсюда могут выпуститься и работать как преподавателями, так и уйти в туризм, да? То есть это скалолазание там, да, и так далее. То есть инструкторами могут быть. Да. Сколько они обучаются здесь? РИСОТ у нас учится 4 года. БЖТ – это безопасность жизнедеятельности и туризм, 5 лет, так как у них они выходят уже с 2 специальностями, да? Это безопасность жизнедеятельности и туризм. А МВС, МВС – это 4 года. А если мы все-таки говорим про спорт, сегодня ребята большую часть времени занимаются именно в зале, да? Это разные виды спортивного, так сказать, направления? Или вот занимается спортивной гимнастикой и все? Или еще есть сопутствующие какие-то? Нет, у них практических занятий очень много. Да, бывает за день они уже устают, так как у них там 4 пары. Там. Но наши методисты очень так тщательно о них заботятся и ставят так, чтобы они сильно не нагружались. У них есть тренировки по плаванию, по гимнастике, по подвижным играм, волейбол, баскетбол. И это все. И сейчас как раз они пришли со сборов по лыжам. Все понятно. То есть жизнь здесь, так сказать, бьет ключом. Да. Ни минуты покоя, да? А сами вы как пришли в этот мир преподавания? Вы тоже бывший спортсмен? Да, я окончил этот институт, эту кафедру. Но я тут работаю совсем недавно, 2-й год работаю. И, родные стены. Манят обратно, заманили обратно, и сегодня вы опять здесь, да? Ну что, давайте попробуем несколько упражнений. Конечно, в рамках нашего проекта я не стану
суперспортсменом, но, по крайней мере, показать какие-то азы в спортивной гимнастике я постараюсь. Ну а самое главное, передать свои ощущения, как всегда. Проект «Испытано на себе» создан именно для этого. Испытано на себе. Так, мы начнем с кувырка вперед. Да. Для этого мы сделаем несколько подготовительных упражнений, для того, чтобы научить технику. А то есть это не так просто, да? Да, не В так садике же мы просто. все кувыркались. Да, но все равно можно получить травму неправильном именно выполнение этого упражнения, поэтому мы чуть-чуть сделаем несколько упражнений, чтобы растянуться, да, и сделаем упражнение. Кстати говоря, сегодня мне помогает, так сказать, познать азы спортивной гимнастики Сафронова Сандара, ученица первого курса. И, собственно, я думаю, что вместе с тренером, вместе со студенткой все это должно получиться. И давайте начнем. Начинаем мы с упора присев, с этого положения. Ваша задача ноги выпрямить. Куда? Вот так вот, да, ложим. И Пятки? с этого положения Вот ноги так выпрямим? выпрямляем. И будете чувствовать, как у вас Конечно, будет растягиваться икроножки. И вот так вот растягиваемся. Растянулись. Оторваться нельзя. Руки не отрываем. Это больно. Далее мы будем с этого положения делать прыжки. Так. И обратно. А это что, сложно? Не сложно. Да? Ой! Ноги обратно выпрямляем и сгибаем. Ну-ка, Сандара, покажи-ка. Выпрямляем и сгибаем. Вот. Да. Потому что во время именно мы учимся упираться на руки и правильно выпрямлять ноги. О, уже Вот с третьего так. раза получается. Вот. Да, Получается. Далее мы будем делать уже кувырок вперед. Мы сделаем это сперва ставим голову, да, стараемся касаться только затылком, не макушкой, а затылком. Да. При правильном именно выполнении этого упражнения ноги должны быть прямые, и касание, нагрузка на голову должна быть минимальная. То есть основную нагрузку брает именно рука. Да? Я бы сейчас стала на голову, постояла бы там, покрутилась и дальше Да, покатилась и вы бы. бы получили травму, да? Логично. У вас бы растянулись шейные мышцы, трапеция, поэтому вот так. То есть Вы у даже меня- не дотрагиваетесь? Да, у меня касание только почти что просто волосами как бы. Такой Сандара. нагрузки у меня нету. Поэтому сейчас ваша задача голову максимально к груди упереться руками и затылком на затылок касаетесь. упасть. И да. Ноги пока не выпрямляем, просто сгибаем и в конце группируемся. Ну-ка, посмотрим-ка. Сандара показывай. Ну у нее получается на затылок сразу. Это надо резко делать, если будешь долго думать, не получится, да? Да, потихонечку мы сделали подготовительное упражнение, да? Мы Да. выпрямляли ногу. Ноги. Да, это отталкивание, то есть вы должны также выпрямить ноги. Для Положили. начала. И- Господи, выпрямить? Но при этом вы должны уже вперед идти. И Лучше не забывай. Кто бы мог подумать, простой кувырок, а столько нюансов. Господи. Так, Давай. оп. А у нее все легко получается. На автомате уже, да? Да уж. Тяжелый случай. Так, еще раз. Ноги делают так. Сперва нет. Уже Сперва страшно теперь. Вперед наклоняемся. Смотрите, руки ставим не слишком далеко, отсюда. Упор присев, да, с этого положения. Наклонились, руки сгибаем, чуть-чуть руки сгибаем. Так. Вот. Я все равно стала на макушку и спиной шандарахнулась. Да. А это должно быть все так мягко, да? Да. Господи. Так. Во-первых, да, основная ошибка, у вас спина была прямая. Да? А надо быть скрученной, да? Да. И колени надо тянуть на себя. То есть тем самым мы скругливаемся. То есть так вот оттолкнули. Да уж, ну-ка. Сандара. Погнали. Оп. Как-то у нее все очень легко. Так, подождите, сюда сделала. Ой, мамочки. Еще и ноги выпрямите, еще и... Да. Так, страшно стало.
Дома бы я кувыркалась туда-сюда. А здесь все правильно надо делать. Так, подождите. Так сделала. Ногами. Давайте голову вниз и ноги выпрямляйте. Оп. Почти что. Почти что, мне даже больно не было. Да, потому Почти что голову правильно наклонили. Да, вперед. я вот прямо ощутила затылком, а не макушкой. Да. О, хорошо. Это все, что касается кувырка вперед, да? Ну вот, кстати говоря, возьмите на заметку, потому что многие думают, что это все ерунда, и дома там дети кувыркаются. А на самом деле нельзя, да, позволять так. Это же может реально навредить, да? Если делать неправильно. То есть на макушке вот так не стоим, только затылочком. Хорошо, еще что, давайте. Начало есть. Далее мы сделаем, давайте научимся ничего не делать сделаем, да? кувырок в прыжке, хотя нет, этого слишком трудно будет. Ага, Давайте начинаем. сделаем свечку, да? Стойка на лопатках. Стойка на лопатках. Почему-то Сандара улыбается. Кажется, это не совсем легко, как кажется, да? С упором на руки, а не от пола. Да, как делаем. Ну-ка, Мы сейчас показывай. уже делаем это по-другому. Наклонились и стойка. А это что же в садике делали, нет разве? Да. А что здесь может быть неправильного? Все нормально же? Спина должна быть прямая. Да? А мы сейчас делаем это упражнение уже совсем по-другому. Как? Да? То есть это самое обычное исполнение, а мы делаем это с этого положения. А, То И есть чё? мы опускаемся не отсюда, да, а с кувырка. Да? То есть в нашем комбинации, которую мы сейчас делаем, учатся студенты, она именно идет так вот кувырком слитно. но это сложно. Да, это Потому что надо жестко. правильно падать там Да. туда-сюда. Сейчас, если я начну падать, все, передача на этом закончится. Что, нам просто свечку тогда сделать? Да, упор присев, оттолкнулись. Хопля и назад. И встаете. Ну-ка. Носок вытягиваем. Хопля и назад. Вот Ну, так. пошел, моя очередь. Назад откинулась, хопля. И назад. Так, подождите. Так, еще раз. Раз, два, три. Хопля и свечка. Почти. Вот, ноги вместе, носок вытягиваем. Давайте еще раз. А у вас есть весовые ограничения, чтобы к вам приходили студенты? Если студент немножко с перевесом, вам можно прийти? Или... Они все равно ходят. Ходят? У нас есть масс-рестлеры. То есть мне на масс-рестлинг надо было идти своим весом, а не на спортивную гимнастику. Так, поехали. Круглая спина, погнали и... Вот, носок вытягиваем. Вот так вот и держим. Есть. Да. Окей, дальше. Следующее упражнение. Следующее упражнение у нас будет самое простое, которое мы делаем после этого упражнения. Это сет углом. Так. То есть вот у нас была ласточка, свечка. Свечка. Да? После этого мы опустились, руки в стороны и сет углом. Носок вытягиваем. Вроде бы понятно. Что, вместе? Давай вместе. Так, поехали. Свечка, стойка на лопатках. Раз, два, три. Опускаемся. Ноги согнутые, руки в стороны. И? Угол. Раз, два, три. Могу поступить, мне кажется, я сюда на первый курс. Хорошо, дальше. Дальше у нас будет... Так, стойку на 3 точках мы не смеем делать, да? Головой, Да, тогда вниз и вот так наверх. да. Ну, попробовать можно, но я не знаю. Попробовать можно. Давайте. Делается на... То есть вы визуально рисуете треугольник, да? Руки ставим и ставим Лоб. лоб. Да? И в идеальном исполнении, да, этого упражнения ноги должны быть прямые и должны поднимать медленно. Поднимаете, таз назад и потихонечку опускаете. Да? Но Умеешь? Не сделаем для умеешь? вас исключение. Давайте. поэтому Сделаете это вот так вот. Ногу согнули, таз назад, выпрямляете. Хотя бы одну ногу, да? Да. Так. Ну, Сандара, говорит, тоже вроде не Ну-ка. особо владеет этой техникой. Визуально Так, ну-ка, рисуем посмотрим на тебя треугольник. сначала. Треугольник нарисовали. А руки чем шире или ближе надо? Руки шире. Ага, сперва одну ногу, потом вторую и потихонечку выпрямляй. Ой, она Выпрямляй, так носок дрожит. вытянь, ноги выпрямь, ноги вместе.
Таз А упор на назад, руки или на лицо? сгибаешь И вот так вот. На лоб. На лоб весь упор. Господи. Визуально нарисовали. Обычно делают вот так вот. Ставят вот так вот, да? Там, где локти, ставим руки. Там, где вот ладони, ставим, Лоб. Лоб сюда. да. Сюда руки. Да, вот так. Ой, мамочки. Ну все, у меня уже лоб не работает. Мне кажется, это провал. Ноги выпрямляем. Ноги выпрямляем. Что это такое? Ноги надо выпрямить. Что такое выпрямить ноги? Когда ты стоишь вниз головой, уже все, мозг отключается. И что дальше? Все, ноги выпрям. Выпрям. Вот. Мгм. А ладошки? Еще прогибай. А я уже на голове стою, а не на лбу. На лбе надо ставить. Лоб. Ага, вот так вот. Все. Отталкиваемся. Ай, Вот, голова правильно. сворачивается. И ноги сгибаете. Давайте. Тихонечко. Нет, я только... А у меня сразу голова сюда почему-то уходит. Она все равно будет уходить сюда, Да? здесь. Ага. Ой, мамочки, так еще раз Упор сделаем. будет все равно меняться. Так, 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 так. Ноги выпрям. Держите меня там кто-нибудь. Да. Ноги выпрямьте. Микрофон, ага, тут моя голова вообще-то работает, а не микрофон. Подождите, а так не получится, да? Надо отсюда отрывать. Ноги выпрямьте. Вот. И одну ногу сгибаем сперва. Вот. И потом вторую. Вот. Носок вытягиваем. Вот так. Стоим. Ноги сгибаем, опускаемся. Это испытание не пройдено, нет уж, И товарищи. спина должна быть прямая. У вас- Забыли, такого нет у вас упражнения. скругленная. Как будто бы его и не было. Так, хорошо. Еще что-нибудь есть попроще? А вот у вас там вот мальчики сидят, так лежат хорошо. Там Так. вообще бесполезно, да, новичкам делать? Можем научить вас на разновысоких брусьях. Просто повисеть, как на турнике? Ну, есть простые элементы, которые вы сможете сделать. Да? Да. Давайте. На нас тут смотрят, как на шоу такое. Извините, мы вас потревожим. Так, Вера? в общем, здесь элемент. Сейчас студенты учатся выполнению вот такого элемента, да? Здесь. Вот это мы не будем делать, конечно Слава же. Богу. Да. А мы видели, ребята, да, это делают. Это в идеале. Оп. Мы будем делать с этого положения, сделаем ласточку и Это сделаем, сколько вот попытаемся сделать угол. У вас угол до этого получилось. Да. И слететь. Так, подождите, а теперь самое главное сюда залезть. Вот Так, это, как сперва вы это делаете? Стоим вот так вот. Ага. Хоп. А у меня так руки слабые, не залезут они. А у вас табуретки нет, случайно? Стульчик подайте, пожалуйста. Давайте. Не, подождите. А, А руки-то слабые, мне так не хватит. Сперва одну ногу поставьте вверх, положить. Вот, согнули. А она руки скользкая? А можно за это Да, держаться? можете держаться. А я не дотянусь. Подождите, Вот, тяжелый вот так, стульчик. ага. И ноги выпрямляете и отталкиваетесь рукой. Рукой отталкиваюсь, а ногу? И ноги старайся выпрямить. Нет, То лучше есть за эту ты палку схватиться. Ты помогаешь ногой. Куда, вот этой ногой? Да. И отталкиваешься. Я бы сейчас... Подождите. Ну неужели я не одолею эту палку? Локти в стороны. Да. Локти в сторону. Сюда. Вот так. И встаем. О, тихо, 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 я шатаюсь. Подождите. Все. Это же было проще простого. А дальше что? Ногу вперед. Подождите, она все ходуном ходит, ваша палочка. Почему она шатается? Ага. Тихо, подождите. Сверху держитесь. Как до нее дотянуться-то? Подождите, одной рукой. можно я за вас лучше подержусь пока вот что? так. О, все. А теперь надо красивый кадр сделать, да? Да. А куда ласточка-то Да. смотрит? Это Да. туда нога. Вот это сюда. А, вот носок. так? Ногу не сгибаем. А, нога вот так? прямая. Вот. А тут руки куда? И руки вверх. Вот так? Ласточка? Да. Кривая, косая. Ну, ласточка. Так, тихо. Она все шатается вот так вот. И с углом, который мы делали там. Вот так? Да? С этого положения вам надо чуть-чуть вес туда назад
и поднять. Этого никто не знает, можно было и так сделать. Подождите, сейчас точно фиаско потерплю. И Погодите. руки в стороны. Вот. И Страшно. надо с этого вот так приподнять. Хотя бы держаться, и то хорошо. Ну, в общем, нелегка эта участь спортивного гимнаста. Просто взобраться тяжело, посидеть здесь тяжело. Вот эти вот ласточки ваши, это вообще... И это должны делать все первокурсники. А второй, третий курс еще хуже, да? Вверх поднимается. Ой, молодцы ребята, конечно. Неудивительно, что они все лежат, потому что попробуй-ка так посидеть здесь на этих брусьях, будешь вот так и лежать после одной тренировочки. Я вся вспотела. Хорошо, скажем так, что брусья прошла. Вот там что? Страшно. Это параллельные брусья, Там делать нечего. это мужская программа, вот это вот женская программа. Все понятно. Испытано на себе. Сейчас ребята будут показывать нам упражнения на гимнастическом бревне. Да. Это комбинации, которые мы уже делали на первом семестре. И сейчас вам покажет. То есть, смотрите, Алексеева ребят. Мария. Вот смотрите, она, то есть, целый семестр этому обучалась, а вы хотите, чтобы я прямо сейчас здесь и сейчас сделала? Получится, нет? Но мы сделаем самые простые элементы. Очень всё простые. хорошо, давайте. Вы сможете сделать. Ага, это простой элемент. Я Но должна вы запрыгнуть. с прыжка не будете начинать. Начнете с ласточки. Ласточка, Вперед, это... ласточка. Носок вытягиваем. Раз, два, три. Махи. Вперед с хлопками. Вот это сможете сделать тоже. Ага. Полька. Вальсет. Разворот. Можно руки в стороны. И отведение. На носочек в конце встаешь. Вот. Ногу выше. Вот. Сет углом. Ну, этот элемент, он непростой. Только кажется, что Ноги бревно, да? выпрям. Маша, ноги выпрям сперва. Опусти. И с этого положения поднимай. Вот. Опускай. Одну ногу согни и встаешь. Прыжок. Разворот. Ага. Так, а теперь скажите, пожалуйста, ну я запрыгивать не буду, дабы не остаться без лица. Что-то вы тут показывали? Может, Маша будет показывать мне тут на земле, а я буду повторять за ней. Так. А что, падать-то тоже надо умеючи, да? То есть, если падается, надо падать, да? Да. Просто вот так лепешкой туда падать? Нет, просто ногу поставить. Ага, Вы хорошо. прям не Так, подожди, будете. подожди. С правой стороны идем. Упс. Посмотрите, с какой стороны вам будет удобнее. Попробуйте на одной, потом на второй. Что делаем? Просто шаг вперед? Да. Еще потом? Ласточка. Подожди. Ух, я еще шага не сделала, меня уже шатает. Так, подождите-ка. Надо над матами же это делать. Шаг. А ногу вот так надо или так прямо держать? Прямо, да? Так. Шаг вперед и... Опять кривая ласточка, да? Носок Дальше что? вытягиваем. Вот, раз, два, три. Теперь махи хлопками. Носок тянуть. Носок тянешь. Вот. Ласточка превратилась в ворону. Дальше. Носок тянем. Хоп, припрыжку. Вот, почти, да. Вот. Развернись теперь. Так был разворот задуман. Дальше. Отодвинем. Нет, одну ногу сгибаешь и пониже опускаешь. Вот, и носочек. На носочек встаешь, на опорной ноге. Хоп. Правильно? На другой. Хоп. Вот. Теперь колени вверх поднимаешь. Тихо. Я могу. Подождите. Оператор, снимайте, пожалуйста. Я второй дубль не сделаю. Так, ножки поднимаем. Хоп.
И ножки поднимаем. Хоп. Дальше. Дальше. Ага. Сет не будем делать. Как прыгнуть-то тут? Сет не будем. Сажусь. Садимся на бревно. Ой, Руки назад. тихо. Никто не видел. Так, дальше. Ага, Чё сет делать? углом. Ноги поднимаем. Да. Держим. Раз. А руками упираюсь или нет? Упираемся. Сейчас. Вес назад. Раз, два, три. И самое сложное это встать. Одну ногу сгибаем, одну руку вперед, другую назад, встаем. Вот. Молодец. Все? Прыжки. Я на земле-то такой прыжок не смогу сделать. Сейчас точно провалюсь. О, А как это надо сделать? свет. Вот, правда. Как это? Ногами покажи-ка, Маша. Поворот. И руку вверх. Видали? Забавно. Нет, прикольно, классно то, что реально ставится задача определенная, да, из нескольких элементов сделать сет, и, собственно, есть определенная цель, которую нужно достигнуть. Ну, собственно, для человека, который впервые встал это спортивное снаряжение и, собственно, вообще даже не понимает, как это на земле-то сделать было. Сделала, в принципе, мне кажется, неплохо. Ну, один раз чуть-чуть упала, но никто не видел, не считается. Ну, а в целом очень интересное спортивное снаряжение, и не сказать, что все так легко. Хотя, возможно, с виду вам покажется, что, ну, стоит, бревно достоит. На самом деле ничего подобного. Там удержаться, а еще сделать какие-то упражнения достаточно сложно. Фух. Испытано на себе. Ну и по доброй традиции, конечно, мы всегда на различных спортивных мероприятиях, либо когда мы посещаем различные секции, мы всегда разговариваем непосредственно с ребятами. Ну и вот рядом со мной находятся студенты первого курса. Ну там их много, в общем, но поговорить решили вот с двумя. Ребята, а как выбрали этот вообще университет и почему именно выбрали физкультурное отделение? Северо-Восточный федеральный университет, как по мне, является самым хорошим университетом в Якутии. Поэтому по прочтению я всегда хотел поступить именно сюда. А почему физкультурное отделение? Потому что с раннего детства всегда увлекался физической культурой, спортом. И вот узнав, что есть такой институт, решил поступить сюда. То есть в будущем ты хочешь связать свою жизнь со спортом, да? Да. Хочешь быть спортсменом или преподавателем? И как препод, и как спортсмен тоже хочется. Тоже участвовать. хочется, да? Маша, а ты как попала в этот университет? Ну, я со 2 класса занимаюсь волейболом и сейчас занимаюсь, поэтому сюда. Сразу сюда решил поступить. Ну а в будущем ты также хочешь стать профессиональным спортсменом или больше уйти в преподавательскую деятельность? Сначала буду спортсменом, потом тренером. Тренером. Ну а больше всего что привлекает вот в учебе здесь? В принципе, вы же особо так книжки не читаете, много не пишете, да? У вас больше вот движуха, да? Занятия Практические занятия, да? Поэтому, наверное, учеба легче дается. больше. Ну, интересно очень. Интересно, да? А тебе что сложнее всего дается? Если учитывать все наши предметы, самое сложное, скорее всего, будет у нас анатомия. Анатомия? Потому что все-таки надо учить строение человека, потому что в нашей специальности имеются множество травм, поэтому, чтобы избежать их, надо учить человеческую анатомию. А у тебя самый сложный предмет? Анатомия и иностранный. Иностранный язык, да? А вы, ребята, живете здесь или вы городские? В общежитии В общежитии живешь? А ты сама откуда родом? из Чурапчи. С Чурапчи, а ты? Я местный. Местный, городской. Ну и сколько у вас вообще человек в группе? У вас много народу или так вас не так уж много? Сколько в группе человек? 20 человек примерно. Ну это не так много, да? Считается же, да, для СФУ. То есть такая маленькая семья, да? Да, Дружная семья, очень дружная семья. да? Ну вот, собственно, за вашей спиной там сидят, все шепчутся, переживают за то, как вы интервью даете, да? Сразу видно. Ну и в целом, пока мы сегодня снимали, видно было, что вы такие прям друзья, да, друг другу помогаете, советы даете, да? То есть вы такие прям братья, сестры, так сказать, да? И еще, как насчет, кстати говоря, тренера? Строгий?
все в меру, все. Когда А он не нужно слышит. быть тренером, когда нужно быть добрым, он добрый. Добрый, а когда... А он как? Девочек мучает? Или так? Не сильно, но Не сильно. хороший. Хороший тренер. Ну что, ребят, спасибо большое вам за такой прекрасный эксперимент. Мы желаем вам достижения новых целей, побед на спортивном поприще. Ну и, конечно, дай бог, чтобы из вас выросли хорошие специалисты и работали потом во благо спортивной жизни нашей республики. Всего вам самого хорошего.